Привет, телезрители! Здравствуйте, ребята! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Для событий Лиза Лобанова И Оскар Николаев. А вот что вы увидите совсем скоро. Сегодня в выпуске: что делать ночью в музее? Для чего ученики шеймуратовских классов собираются вместе? Какой он дух Батыра? Для чего нужно творчество? И как звучит боевая высота? Все это и намного больше в «Горе новостей». Так что смотри и не переключайся. На календаре 24 мая. На следующей неделе мы уже не будем учиться. Но перед этим предлагаю разобраться в более актуальных новостях. Информация для 11-классников. На 2024-2025 учебный год абитуриенты смогут подать заявление по 5 вузов по 5 направлениям. Приемная кампания в вузы начнется 20 июня. В этом году в вузах нашей республики открыто почти 15 тысяч бюджетных мест. Это немало, тем более, что с каждым годом появляются все новые и новые специальности. Это целый космос. Впрочем, как и любая другая неизведанная сфера. Как выявить лучшего каратиста? Кто из ребят самый ловкий и шустрый? Конечно, чтобы узнать ответы на эти вопросы, нужно устроить соревнования. Открытый республиканский турнир «Дух Батыра» по карате стартует в нашей республике уже 4-й год подряд. Мальчики и девочки соревнуются за звание лучшего. Возрастная категория составляет от 8 до 17 лет. На мероприятии 150 участников со всех городов Башкортостана. Самые распространенные – это Уфа, Бирск и Агидель. Ребята сражаются по весовым категориям и поясам. Почему ты занимаешься карате? Потому что я хочу уметь за себя постоять, уметь защитить других и уметь побеждать. Что нужно делать, чтобы победить? Для начинающих, чтобы победить, надо сначала слушать тренера, слушать, что он говорит, выполнять удары, учить удары, как они называются. Есть два подразделения в карате – это кумите и ката. Кумите – это понятие японских боевых искусств, включающее в себя все разновидности боя на татами. Тренировочный, соревновательный и аттестационный. Ката – технические и тактические приемы, составляющие арсенал карате. Кроме того, ката учат способам настройки на поединок, правильному дыханию, умению концентрации и расслабления. Ребята показали все, на что они способны. Поздравим победителей и пожелаем удачи в следующих соревнованиях. Карина Папа-Никола, Рамазан Мусин. Специально для «Горы новостей». Карина, спасибо. Отличное подведение итогов за учебный год. Да, у спортсменов это происходит соревнованиями, а у артистов концертом. Предлагаю побывать на таком мероприятии, где участвуют два крупнейших коллектива Уфы. Танцевальный батл – это не всегда хип-хоп. На этой танцевальной битве схлестнутся представители спортивного направления и народного. Во Дворце культуры «Нефтехимик» снова ярко, многолюдно и празднично. Все потому, что здесь проходит отчетный концерт сразу двух коллективов – «Калинка» и «Инзер». Первый специализируется на спортивно-бальных танцах, второй – на народных. Девочки, расскажите про ваш номер. Казачья отродная, наш танец, он про казаков, которые очень такие веселые, задорные. Мы ансамбль народного танца «Инзер». Мы с моей подругой ходим уже на эти танцы 10 лет. Нам безумно нравится ходить на эти танцы, потому что эти танцы необычные, они народы. На сцене танцы меняются друг за другом. Удивительно, как хорошо сочетаются на одной сцене такие разные направления. Тематика мероприятия – философия счастья. Ребята подготовили самые яркие и зрелищные номера, то, что их по-настоящему радует. Расскажи про этот концерт. Про этот концерт, у нас много танцев есть. У нас коллектив называется «Калинка». Мы танцуем «Уфа красавица». Этот творческий конкурс дает азарт, дух соперничества и вдохновляет зрителей на самые смелые творческие эксперименты. Кстати, как вы думаете, кто победит в этом танцевальном соревновании?
Верно, победило искусство и дружба. Уверена, такой формат состязаний многим новинку, танцорам в том числе. От этого и интересней. Серафима Павлюченко, Рамазан Мусин, специально для «Игры новостей». Серафима, спасибо. А мы продолжаем рассказывать новости. В Башкортостане подвели итоги республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2024». Финал прошел в республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 2 «Смарт». Приняли участие 14 школьных столовых, в том числе 5 сельских, 6 городских школьных столовых и 3 школьные столовые города-миллионника. Учреждения образования успешно прошли квест-практикум, безопасный пищеблок, блиц-турнир, 3 вопроса родителей, а также презентовали свои тематические столы. Не только школьники хотят получать высокие оценки. А прямо сейчас предлагаю посмотреть сюжет о других соревнованиях. Привет, телезрители! Вы находитесь на втором этапе военно-патриотической игры «Атуйнатеп». 16 команд, 80 участников, 5 площадок. И все для того, чтобы узнать, кто из них патриот с большой буквы. Такой большой, как этот памятник. В самом начале учебного года наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» совместно с автономной некоммерческой организацией «Бишек» создал крупнейший проект для учеников шеймуратовских классов «Атуйнатеп». И вот пришло время определить лучших. Кирилл, расскажи, как вы готовились ко второму этапу? Во-первых, всей команды мы еще до шеймуратской Атуйнатеп мы, в принципе, знаем историю Шеймуратова, знаем историю дивизии. И, собственно, готовиться можно было и не готовиться, я считаю, потому что шеймуратовцы и так очень много знают про Шеймуратова, намного больше, чем обычный класс. Но мы все же подготовились и очень много смотрели информации, наши учителя нам рассказали, а также наш куратор Айтуган Арсихович нам очень много новой информации рассказал о Шеймуратове. Центр Уфы превратился в игровую зону квеста. Воплотить такой мощный проект стало возможно благодаря фонду главы Республики Башкортостан, чему мы несказанно рады. Ведь бегать по национальной библиотеке, петь в главном музее республики и многое другое, такое даже сложно представить. Сюда приехало 16 команд, лучшие представители 16 шеймуратовских классов, которые одержали победу в битве видеовизиток. Но до финала дойдут лишь 5 команд. Мы прошли первый этап, приехали на второй этап, показали отличные результаты. У нас боевой настрой перед следующим этапом. Мы планируем готовиться, чтобы приехать и снова победить. А вот и победители! В июне мы встретимся с ними в военно-патриотическом парке «Патриот». Там этих ребят будет ждать полоса препятствий и испытаний по физической подготовке. Оттуда выйдет серия передач, но полную версию квеста, который шел весь день, вы увидите в эфире телеканалов БСТ и Тамыр совсем скоро. Так что следите за эфиром. Вот такой интересный, масштабный получился второй этап военно-патриотической игры «Атуйнатеп. Собираемся». Совсем скоро увидимся в парке «Патриот». Следите за эфиром. Назгуль Сафединова, Ренат Кашапов. Специально для «Горы новостей». Это было грандиозно. С нетерпением жду полную версию. Будем держать в курсе. Май вообще богат событиями. Вот, казалось бы, в Национальном музее была одна из точек квеста, а через пару дней там вовсю идет всероссийская акция «Ночь музеев». Да, наш корреспондент Арина побывала там. В лучших традициях все ярко и необычно. А вы бывали ночью в музее? Существует всего лишь один день в году, когда все музеи страны открыты до темноты.
В этом году акция проходит под названием «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Участниками акции стали более 100 музеев Республики Башкортостан. Да, оказывается, их у нас в регионе немало. Каждый музей подготовил свою уникальную программу и мероприятий, основанную на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. Гора новостей в Национальном музее Республики Башкортостан. Что здесь самое интересное? Ну вот этот зал «Башкортостан сегодня». Здесь показывается про развитие Башкортостана в наше время, то есть какие у нас компании существуют, с кем мы сотрудничаем. Что посоветуешь моим сверстникам, которые хотят сходить на ночь в музее? Я бы посоветовал, во-первых, не пропускать такие акции, всегда приходить, можете охватывать все музеи. Можно прийти в один, который интересен тебе, и именно его полностью пройти. Музей так многолюдно, так шумно. Но когда бы вы побывали на концерте в музее? Только в эту ночь, вернее, вечер. На сцене вокальная студия детско-юношеского телеканала «Тамыр» и другие артисты. Традиционно в ночь музеев проходят открытия выставок, занимательные квест-игры, игровые программы, обзорные тематические экскурсии по музейным экспозициям, ярмарки, мастер-классы и концертные программы. Сколько всего происходит необычного здесь, нестандартно все, от времени работы до акций. Арина Емельянова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Арина, спасибо. Напомню, что уже сегодня началась грандиозная книжная ярмарка «Китаб Байрам». На Советской площади собрались книгоиздатели, писатели и читатели. Приедут известные гости со всей страны. Там будут не только книги, но и настольные игры. А еще наш детско-юношеский телеканал «Тамыр» займет целую площадку. Приходите, будет очень интересно. А прямо сейчас отправимся на другое интересное мероприятие. Гора новостей приехала в Арт-Квадрат, где сейчас проходит фестиваль «Боевая высота». Сцена собрала здесь много разных музыкантов, знаменитых и не очень, и все с одной целью. Хоть основным мероприятием является концерт, на площадках также и много других, не менее интересных зон. К примеру, выставка ретро-автомобилей и даже полевая кухня, где можно попробовать то, чем питались солдаты во время Великой Отечественной войны. Родион, расскажи про это мероприятие. Это мероприятие честь награждения военнослужащих, которые находятся на специальной военной операции. Мы здесь проводим плацконцерт, показываем упражнения с карабинами. Почему ты решил стать кадетом? Потому что я с детства люблю самолеты. Я мечтаю, когда закончу кадетский корпус, поступить в Краснодарское высшее летное училище и летать на истребителей. Мероприятие проводится уже далеко не в первый раз. Конкретно это отличается от остальных тем, что выступающие исполняют песни и музыку, которую написали сами. А открывают фестиваль уже немало знакомый марш кадетов с винтовками. Фестиваль «Боевая высота» проводится уже не первый год, и за все это время он успел стать неотъемлемой частью нашей культуры. Но организаторы не собираются останавливаться на этом. И каждый год на фестиваль приходит все больше и больше гостей. Эвелина Семенова, Рамазан Мусин, специально для Горы новостей. Эвелина, спасибо. И на этом все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Оскар Николаев и Лиза Лобанова. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока.